Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители Якутского Саха-информационного агентства. Мы находимся в республиканском медиацентре, и у нас на связи народный депутат Республики Саха-Якутия Петр Амосов. Напомним, сегодня идет основной день голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Петр Левольдович, здравствуйте. Добрый день, Николай. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, назрели ли поправки к Конституции? Как вы смотрите вообще на голосование? Ну, я свои года еще не помню, чтобы я пропустил хоть одно голосование. Я всегда хожу и голосую. Поэтому прежде чем уехать, я каждое лето, каждую осень, да, там беру краткосрочные отпуска и уезжаю к себе в деревню. Но прежде, разумеется, я сдал все анализы на ковид. И сейчас, оказывается, поликлиники и больницы, я частную поликлинику сдал, инвитро, это Орджоникидзе, она мне уже на завтрашний день, когда я приехал в деревню, уже в тот же день, получается, она мне дала отрицательный анализ на ковид-вирус, да. То есть, как бы я гражданский долг свой выполнил. Теперь мне полмесяца придется сидеть дома на самоизоляции, но 25 июля я, разумеется, пошел, знаю, что уезжаю в деревню, я, конечно, пошел и проголосовал за поправки по Конституции Российской Федерации. Голосовал я. Свой гражданский долг я выполнил. А скажите, пожалуйста, как вы считаете, стоит ли людям, которые все-таки на самоизоляции, нужно ли им тоже выполнять свой долг по голосованию или не стоит рисковать? Николай, скажем так, каждый человек, живущий в своей стране, родине, да, он, если считает, что он любит свою родину, конечно, какие бы там политические баталии бы не было, голосовать обязательно надо и показать, что мы есть народ и такое есть население, которое не совсем-то ровно дышит, да, скажем так, политике. В развитых странах, конечно, это 20, 30, 40%, но у нас в Российской Федерации народ ходит все равно, да. Тем более по республике Саха-Якутия у нас на основных выборах 70, 80, 90% это ходит. Но это не значит, что люди, скажем так, ходят не из-за того, что там для того, чтобы ходить. Они просто самоответственные. Наше село очень ответственное население живет, да, поэтому на самом деле ходят на выборы, и они относятся к своей жизни не так-то просто, потому что сама жизнь диктует, что политикой заниматься надо. Если само население не будет заниматься, ходя на выборы, да, то кто за них-то пойдет? Мы же ведь решаем свои вопросы на самом-то деле. Тот, кто не пошел 20-30%, тот, значит, ему все равно, да, жить в этой стране или не жить в этой стране. Обязательно надо ходить на выборы. Я говорю, я хожу на выборы, как я помню себя, я ни разу не пропускал ни одного еще выбора. Ни разу. А разницы нет. Знаешь, что или подделывают, не подделывают, это разницы нет, это другой вопрос. Но ходить и голосовать обязательно надо. Обязательно. Спасибо большое, Петр Левольдович, за вашу твердую, четкую позицию. Не за что. Звоните.